Сегодня маленький аят привести в пример к этому. Очень важный аят. Прежде чем его прочитать, я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы попробовали представить судный день. То есть вот каждый из вас, если сейчас представит судный день, ужас этого дня. То есть мы много слышали аятов, хадисов, да, про судный день. То есть насколько этот день страшный, насколько этот день ужасный. То, что мать будет бросать своего ребенка, убегать будут друг от друга самые близкие. То есть ужасы судного дня, они просто будут ужасные. И представляете, вот в эти ужасы, когда каждый будет трепещать и каждый будет только думать о себе, выйдет глашатый от Аллаха Всевышнего. То есть представьте эту картину, страшнейший ужас. Выходит глашатый от Аллаха Всевышнего и говорит: а теперь пусть выйдут те, кому должен Аллах Всевышний. Субханаллах. Только представьте это. Пусть выйдут те, кому должен Аллах Всевышний. Судный день, страх, ужасы, субханаллах. И глашатай говорит: пусть выйдут те, кому должен Аллах Всевышний. И как ученые говорят, то, что это именно к аяту, в котором Аллах говорит: «Фаман афа ва аслаха фа аджруху аля Аллах». А кто простит и приведет к миру, к примирению, то награда будет на Аллахе Всевышнем. То есть награда будет у Аллаха Всевышнего. То есть представляете, в этом аяте Аллах Всевышний учит нас и поощряет, и подталкивает к тому, чтобы люди старались прощать. То есть наша жизнь всегда состоит из каких-то отношений. Это, во-первых, семейные отношения, муж и жена. Это рабочие отношения, дружеские отношения. Всякие бывают моменты, всякие бывают ситуации, и у кого-то может что-то оставаться в сердце или еще что-то. И вот если, услышав этот аят и подумав, субханаллах, понятно, может быть даже где ко мне поступили несправедливо, но услышав это Аллах, что Аллах подталкивает и говорит: а кто простит, и здесь афа, то есть имеется в виду, что вообще оставит, забудет, все простит, и постарается примирить, то награда, долг остается за Аллахом Всевышним. И именно к этому человеку обратится глашатый в судный день и скажет: а теперь пусть выйдут те, кому должен Аллах Всевышний, субханаллах. Поэтому просим Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах облегчил нам это дело. Пускай каждый из вас задумается, то есть если есть какие-то недопонимания или еще что-то, постараться друг другу простить, исходя из этого аята и в надежде на то, что Аллах Всевышний в судный день ему за это воздаст сполна, субханаллах. Поэтому, кто успеет, это одна польза. Другая польза очень важная, то, что мы в этот месяц просим Аллаха прощения. Мы сами хотим, чтобы Аллах нас простил, субханаллах. А если, представляете, мы сами прощаем, то потом смелее можно просить прощения у Аллаха. То есть я, Аллах, я ради Тебя простил. Ради Тебя я это сделал, и потом говоришь: Аллах, прости мне мои грехи, прости мне мои упущения. У нас мало грехов, что ли? У нас мало недостатков, субханаллах. То уже смелее, более с чистой совестью уже будет легче обращаться к Аллаху с прощениями за свои грехи. Поэтому это вот аят, который хотелось бы в первую очередь себе напомнить, и постараться, чтобы каждый из вас проанализировал свои отношения внутри семьи, с родными, с близкими, с друзьями, и постарались в начале как раз этого благословенного месяца это действие сделать. Почему? Потому что в начале нас еще эмоции переполняют, не так еще эмоции остыли от наступления Рамадана, поэтому эти действия легче совершать. И возвращаясь к нашей теме, это тема сура Аль-Фатиха. Я думаю, дай Аллах, завтра закончим. Понятно, сура Аль-Фатиха, про нее написан целые тома книжки. Мы постараемся максимально сократить и передать смысл. Хотелось бы спросить, вот мы говорили вчера про то, что именно в каждом, то есть мы часто говорим Аллаху Акбар в намазе. Вообще кто-то попробовал именно проследить и проэкспериментировать? То есть мы читаем сейчас очень много суры Фатиха. Кто-то попробовал именно последить, то есть как он улетает в намазе, и насколько вот это Аллаху Акбар его возвращает в намаз. Кто-то пробовал? Или забывается? Я почему говорю? Потому что это действительно очень сложное дело. Я по себе знаю, то есть настолько шайтан пытается именно вот эти вещи мешать, избивать,
То есть он знает, что самое важное, самое ценное – это молитва верующего перед рабом. Поэтому он будет максимально прикладывать усилия. Поэтому хотелось бы напомнить, чтобы вы постарались, вот у нас еще сколько таравих намаза, сколько будем суру Фатиха читать, да, то есть попробуйте проследить, как вот именно на вас действуют именно эти такбиры. Аллаху Акбар. То есть надо вот пока есть возможность приучаться именно настраиваться, то есть осознанно Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Если мы сейчас приучимся, потом нам будет уже легче после Рамадана. И как мы сказали, что Аллах сказал Ар-Рахман Ар-Рахим, после того, что Аллах сначала объявил, что Он владыка миров, все принадлежит Ему. Все принадлежит Ему, вся власть, все, небеса, земля, все принадлежит Ему. Но несмотря на это, после этого Он остается по отношению ко всем творениям милостивым и милосердным, субханаллах. То есть посмотрите, основа отношения Аллаха к нам – это Его милость, это Его милосердие. Основа – милость и милосердие. Аллах Та'аля Всевышний к нам относится с милостью и к милосердию. Мы его начинаем ослушиваться, мы начинаем где-то не выполнять. Но несмотря на это, Он к нам милостив, милосерден. Только когда мы слишком далеко уходим, после этого Аллах Всевышний и то по милости своей, по милосердию и по мудрости раз нам по шапке дает, грубо говоря, что-то пролетело нам. Аллах говорит, все, что с вами происходит, по причине того, что совершили ваши руки, но многое Аллах прощает. И даже это наказание приходит по милости Аллаха, для того, чтобы мы просто задумались, осознали и вернулись на прямой путь. Любое действие по отношению к нам со стороны Аллаха Всевышнего – это милость, милосердие и справедливость. В следующем аяте Аллах говорит: «Малики яумиддин» – царю в день суда. Казалось бы, Аллах Всевышний царь и в этом мире, не только в день суда. Но разница в чем? То, что в этом мире верующие признают владычество и царство Аллаха Всевышнего. Но не все же признают. Много людей, которые не веруют и не признают этого. Но в судный день каждый, кто веровал и кто не веровал, они будут признавать и увидят воочию власть и владычество Аллаха Всевышнего. Даже кто не верил, они увидят, что вся власть принадлежит Аллаху. Даже слово сказать не сможет, даже с места сдвинуться не сможет, если Аллах не разрешит. В этом мире Аллах Всевышний дает нам свободу. Свободу между выбором добра и зла, веры и неверия. За что и будем мы спрошены или будем вознаграждены. Но в судный день каждый увидит абсолютную власть и мощь Аллаха Всевышнего. И именно вера в судный день и формирует мировоззрение верующего. Две вещи формируют мировоззрение верующего. Это именно знание об Аллахе Всевышнем, об Его величии и вера в судный день. Вера в судный день нас оставляет, предостерегает от многих ошибок, от многих плохих поступков. То есть вера в судный день, что мы встанем перед Аллахом, будем отвечать за все дела, это регулирует многие наши процессы взаимоотношений между собой. И, конечно, про судный день можно много говорить. Следующий аят, мы к чему это говорим? То, что мы читаем час суру Аль-Фатиха, просто именно постараться каждому, именно когда мы читаем, вот вспоминать эти смыслы. Вспоминать эти смыслы, размышлять, и это на самом деле меняет наше мировоззрение и меняет наше мышление. И следующий аят, где мы говорим «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Казалось бы, в первых аятах мы говорим об Аллахе Всевышнем как о третьем лице. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивый и милосердный, царю в день суда, казалось бы, о третьем лице говорим. И как мы доходим до этих аятов, мы говорим: «О Аллах, я Тебе поклоняюсь». Уже идет напрямую разговор с Аллахом. И как ученые объясняют, субханаллах, посмотрите, какая тонкость, какая мудрость. В первых аятах мы восхваляем Аллаха Всевышнего, возвеличиваем Его, поклоняемся Ему, то есть именно восхваляем, возвеличиваем, и после этого мы приблизились к Аллаху и уже переходим на «ты» и говорим: «О Аллах, Тебе я поклоняюсь». То есть через восхваление, возвеличивание мы приближаемся к Аллаху, и как будто мы становимся перед Аллахом и говорим: «О Аллах, Тебе мы поклоняемся, Тебя мы просим о помощи». И другой важный момент, когда мы говорим вначале, то есть мы говорим уже от как бы «мы». Это я один читаю намаз, правильно? Но мы говорим
мы тебе поклоняемся, ияка на'буду ва ияка наста'ин. Тебе одному мы поклоняемся и тебя одного просим о помощи. И как ученые говорят, то есть вот это восхваление приближает тебя к Аллаху, возвеличивает, и ты уже становишься как мы. То есть через поклонение Аллах Всевышний возвеличивает каждого из нас. Через это поклонение Аллах Всевышний возвеличивает целые народы, целые государства через поклонение Всевышнему Аллаху. Это вот несколько моментов, на которые бы хотелось обратить внимание. Поэтому сейчас еще будем читать суру Аль-Фатиха, постараемся вспоминать эти смыслы, постараемся вспоминать такбиры, что Аллах превыше всего, стараемся бороться с нашими мыслями, поэтому это прекрасная возможность именно сформировать какую-то привычку, потому что если мы научимся размышлять, научимся акцентировать на этом внимание, нам потом легче будет уже и в другие дни, и в другие намазы. Поэтому просим Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах нам это облегчил и принял от нас эти старания и деяния. Аллаху амин.